Заключительный день всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. В финале первенства России сражаются только сильнейшие борцы в 4 весовых категориях. После нескольких схваток за третье место в зале гаснут все прожекторы, кроме тех, что расположены на центральном татами. За золото первенства сражаются борцы в весе до 80 килограмм. Борец в красном – это Алан Амриев, воспитанник спортклуба Ади Ахмат. Оба участника уже опытные спортсмены и в решающей встрече в прямом смысле не намерены упускать победу из рук. Несмотря на ожесточенную и равную схватку, ингушский спортсмен смог обогнать соперника по очкам, а его недовольство после решающего свистка судьи уже ничего не изменит. Алан Амриев сегодня лучший российский борец в своем весе. Победу одержал Алан Амриев, Республика Ингушетия, спортивный клуб Ади Ахмат. Зрители на трибунах ликуют. Это уже второе золото в копилку ингушской команды. И хотя победитель изрядно устал в бою за первое место, все-таки согласился сказать пару слов на камеру. Очень тяжело. Мы делали неделю сбор в Башкирии. Воля Всевышнего. Мне удалось выиграть. Очень хорошая организация у нас. Спасибо всем большое. Золотая медаль первенства России – это отличный результат для любого спортсмена, уверен президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхароев. По его словам, добиться высоких достижений в спорте возможно только благодаря полной самоотдаче спортсмена во время поединка. Это дорогого стоит у нас дома провести такое масштабное соревнование. Опытные тренеры и спортсмены всегда отмечают, успех или поражение на соревнованиях во многом зависит от уровня подготовки и организации. Условия, созданные на местах проведения крупных спортивных турниров, влияют на эмоциональное и физическое состояние участника. И нужно отметить, что гости республики в очередной раз остались довольны тем, как их приняли в Ингушетии. Прекрасная организация, прекрасная встреча, очень внимательно относится к приезжим. Это называется по-нашему гостеприимство. И всех я приезжу здесь, почти можно сказать, 500 участников, представителей со всего российского региона. Когда я с ними разговаривал, они очень относятся, говорят благодарственные слова в адрес организаторов, которые так прекрасно подготовили зал, размещение, питание. Строгое и в то же время объективное судейство стоит на первом месте на таких крупных соревнованиях, как первенство России по греко-римской борьбе, подчеркивают опытные судьи. В течение 4 соревновательных дней они непредвзято оценивали борцов, и пришло время дать заключительную оценку по итогам первенства. Во многих схватках счет доходил до второго десятка. Допустим, первые отборолись 10-9, во втором периоде еще добавляли, и в сумме получалось 30-32 балла. Это говорит о технической подготовке ребят. Что ребята приехали сюда, готовые не толкаться, не грубить, а бороться, показывать техническую борьбу. В общем, волна юная идет очень хорошая. И смена у нас будет, у сборной команды, тоже достойная. Время для торжественной церемонии награждения финалистов первенства страны по греко-римской борьбе памяти героя России Алихана Калиматова. По результатам всех соревновательных дней в копилке ингушской сборной 2 золота – Алан Амриев и Рамзан Арабханов, а также 2 бронзы – Хамзата Дудушева и Али Андиева. Победителям и призерам вручают медали, кубки и ценные подарки. Михаил Тангиев, Магомед Дедигов, Новости 24.